Доброе утро, друзья! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. У нас отличное настроение. Мы надеемся, вы тоже выспались и полны сил. Да, как и мы. Ну что же, какие памятные даты ждут нас на сегодня? Профессиональный праздник дипломатических работников, отмечаемый в России ежегодно 10 февраля. Среди дипломатов также бытует версия, что в День дипломатического работника отмечается 10 февраля, потому что именно в этот день, в 1549 года, приходится наиболее раннее упоминание посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России. Однако возраст российской дипломатической службы значительно старше, ведь древнерусское государство с IX века выступало в качестве активного участника международных отношений в Европе. На сегодняшней мировой арене российская дипломатия решает большое число первостепенных задач, среди которых реализация внешнеполитического курса России, дальнейшее укрепление политического, экономического, культурного взаимодействия со странами мира, развитие стратегического партнерства в Евросоюзском и другие. И в твердом отстаивании национальных интересов страны Россия поддерживает дипломатические отношения почти с 250 странами мира и имеет более 140 диппредставительств по всему миру. Но это вот такая серьезная дата. А если говорить о других, то сегодня свой день рождения отмечает утюг. Друзья, первое упоминание об этом прекраснейшем домашнем устройстве найдено в книге расходов Царского двора от 1636 года. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал самому простому нагревательному типу. Весил примерно 10 килограммов и был монолитным. Представляете, вот поднять все это и разгладить. Кроме того, до появления этого вида утюга на Руси пользовались сковородой, а также рубелем, приспособлением из рифленой деревянной доски и скалки. В 18 веке были духовые утюги, в которые закладывались угольки, их нужно было раздувать. Потом были спиртовые, дорогостоящие, были также и газовые. Но, слава богу, что сейчас утюги уже не такая роскошь, они доступны, и главное, они легкие, ими легко пользоваться. Когда уже тогда понимали, что утюжить это очень важно, но я эту процедуру просто ненавижу. Что ж, мы хотели бы еще анонсировать, что мы сегодня поговорим о буднях ЖКХ, о бесплатной юридической помощи. Это, то есть, наши гости про коллекцию Улы Йохансена, и тема нашего последнего разговора будут зимние виды спорта. Так что оставайтесь с нами, следите, и, возможно, вас что-то заинтересует, задавайте ваши вопросы нам на WhatsApp. Да, по номеру 8 914 279 22 62. Что ж, далее погода. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах утром минус 30, минус 35, днем минус 25, минус 26, в Заречье минус 32, минус 40, днем минус 23, минус 29, в южных минус 17, минус 24, днем минус 15, минус 20, в Вилюйских минус 12, минус 26, днем также минус 12, минус 26, в Нижнеленских минус 25, минус 26, днем минус 23, в западных минус 10, минус 14, днем минус 3, минус 12, в Колымо-Индигирских минус 23, минус 41, днем минус 20, минус 41, в Янских минус 28, минус 30, днем минус 26, минус 30, на северо-западе минус 21, минус 30, днем минус 22, минус 30 градусов. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 36 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается минус 24, минус 26 градусов. Да, друзья, погода нормальная, отличная, и весна уже не за горами. Ну, а мы хотим напомнить вам о замечательном флешмобе, который наша редакция устраивает к 75-летию Великой Отечественной Победы. К году памяти и славы, друзья, мы готовимся совершенно интересным образом и призываем вас также присоединиться. Собирайтесь коллективами от 10 человек и более и исполняйте любимую всеми песню «Катюша» на стихи Михаила Исаковского и музыку Матвея Бланта. Именно русский вариант, потому что якутских к нам поступило очень много. Да. Исполняйте, записывайте на видео, желательно, обязательно, чтобы ваш телефон был в горизонтальном положении, чтобы картинка была больше по возможности, да. И отправляйте нам на почту утро nvk@mail.ru или прямо на наш инстаграм-аккаунт. Можете посмотреть все это в интернете, и в ближайшее же время мы начнем у нас в эфире размещать ваши художества, скажем так. Да.
1 февраля Центру компетенций по вопросам городской среды «Лето» исполнился 1 год. На днях прошла пресс-конференция по итогам работы Центра. Первоочередная задача Центра компетенций – это содействие муниципальных образованиям при благоустройстве территорий в населенных пунктах в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, а также помощь в разработке дизайн-проектов. Благодаря совместным усилиям с муниципальными образованиями в 2019 году 2 города республики Покровск и Нюрба стали победителями конкурса малых городов и исторических поселений. За год проведено огромное количество мероприятий, семинаров, конкурсов, Дальневосточный форум, выставки, а также фестиваль современной культуры «Лето Якутия». На пресс-конференции был также презентован каталог данного фестиваля. Напомним, масштабное мероприятие состоялось благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов. Создано порядка 20 арт-объектов, в том числе росписи стен, скульптуры и инсталляции в городах и селах республики. Также, к примеру, в город Покровск прибыл арт-объект «Трилобит», автором которого стал известный скульптор Николай Чотчасов. Трилобит – вымершее 270 миллионов лет назад животное. До сих пор его останки находятся в Кангаласском улусе. Прототип доисторического животного в виде скульптуры имеет и практическую значимость. Этот арт-объект он несет еще функциональную часть, он является скамейкой. Также имеется в нем ноу-хау, он будет подогреваться изнутри посредством греющего элемента. То есть, когда будет осенняя промозглая пора, можно будет сесть и погреться на нем. Да? Ну и, конечно, будет описание, что это за существо, что это за животное. Это вымерший класс членистоногих. Но это, думаю, тоже будет нести некоторую образовательную функцию. Ну и гости, которые будут знакомиться с этим арт-объектом, конечно, захотят посетить весь Хангаласский улус, посмотреть на его достопримечательности, исторические, культурные. Ну и в наших планах есть концепция того, что город Покровск станет отправной точкой для всех туристических маршрутов, в том числе исторических, палеонтологических, экологических и так далее. На все наши объекты знаменитые, которые являются визитными карточками нашего района, это Ленские столбы, Булус, Тукуланы и так далее. Ну что ж, надеемся, что все, что он сказал, сбудется. И у нас первое СМС-сообщение. Доброе утро, хочу пожелать семье Тутукаровых, села Первый Куляцк. Пусть этот день будет наполнен только позитивными эмоциями. Отдельный большой привет Долгунову Степану от родственников из Якутска. Ну, вообще, к этим словам хочется присоединиться. Пусть у вас у всех сегодня такой день будет. Ну, а мы продолжаем. И у нас сегодня в гостях первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия Вячеслав Павлович Емельянов. Вячеслав, доброе утро. Доброе утро. Ну, понедельник день не тяжелый, но очень продуктивный. Давайте расскажем нашим телезрителям, как же у вас сейчас обстоят дела, допустим, с завозом топливно-энергетических ресурсов. Доброе утро, уважаемые телезрители. На самом деле успешное прохождение отопительного сезона во многом зависит от своевременного завоза топливно-энергетических ресурсов. У нас, напомню, завоз топливно-энергетических ресурсов автозимником определен распоряжением правительства республики. Выходит он традиционно в октябре-ноябре месяце. И на сегодняшний день план объем завоза топливно-энергетических ресурсов составляет порядка 730 тысяч тонн соответствующих топливно-энергетических ресурсов. Да? Из них 630 тысяч тонн, то есть подавляющее большинство, это уголь. На сегодняшний день можно сказать, что завезено порядка 330 тысяч тонн, это порядка 42%. Если сравнивать с прошлым годом, то эта цифра составляла примерно 40%. Вроде бы разница небольшая, но тем не менее эти 2% дают очень большой, так скажем, запас. Ну, все по плану. Да, Да, в сравнении с 2019 годом, 2020 он чем отличается? В прошлом году, если помните, у нас гидрологическая обстановка была, так скажем, на северах не очень, да, это обмеление северных и арктических рек. В этом году, слава богу, погода нам позволила, так скажем, создать определенный запас, депонационного запаса топливно-энергетических ресурсов. И на сегодняшний день все работы, можно сказать, что идут в соответствии с планами. Ну, отлично. Да, но вот развитие системы водоснабжения Вилюйской группы улусов, оно на каком этапе, как в этом году планируется?
Ну, как вы знаете, в связи с загрязнением рек Вилюй, Ирилях, Малабытвобе, была разработана программа по значит, водоснабжению Вилюйской группы районов. Это 28 населенных пунктов, которые расположены вдоль этих рек. Да. На сегодняшний день можно сказать, что для половины населенных пунктов этих приобретены водоочистные установки с установленной мощностью от 20 до 100 кубических метров, доставлены на места, ну и, соответственно, сейчас заканчиваются, так скажем, эти работы по установке этих значит, водоочистных станций. Также проводятся геологоразведочные работы, изыскания, ну и, соответственно, эта работа продолжается. Основным источником данной программы является это финансирование компании «Алроса», это 150 миллионов рублей ежегодно, а в целом потребности данной программы по значит, водоснабжению Вилюйской группы районов составляет порядка 2 миллиардов 100 миллионов рублей. Ну, источники определяются ежегодно, и, соответственно, эта работа не останавливается и находится, так скажем, на особом контроле министерства. А на какой срок они рассчитаны? То есть полностью, чтобы все покрыть? Но в течение 3 лет мы должны завершить данные работы, и, соответственно, сейчас задача ставится максимально короткие сроки, насколько это возможно, значит, выполнить данные работы. То есть в прошлом году мы по 14 населенным пунктам, где я уже сказал, да, мы установили водоочистные станции, так скажем, мы очень сильно ускорились и значит, сделали все возможное для того, чтобы своевременно Это получается вести обеспечение ветлоги. чистой водой, да? Да, абсолютно верно. Вот развитие систем водоснабжения Вилюйской группы Улуса. Вот как вот И именно обеспечение, да, то есть вот Да. насколько сейчас, скажем так, покрыта территория и какие моменты есть для простого жителя? Ну, на сегодняшний день, там, где уже установлены водоочистные станции, люди, население пользуются теми, так скажем, условиями, которые для них созданы, да, в части обеспечения чистой водой. То есть население может прийти на водоочистную станцию, приобрести эту установку. Также в рамках данной программы приобретены 10 единиц водовозной техники, которые обеспечивают доставку воды непосредственно с водоочистной станции до потребителей. Вот. Ну и также хотелось бы сказать, что в рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология» на сегодняшний день республикой разработана региональная программа «Чистая вода», на основании которого у нас определены основные, так скажем, условия участия муниципальных образований в данной программе «Чистая вода». То есть муниципальное образование подает определенную заявку. Приоритетом для нас является это разработанная проектно-сметная документация с экспертизой. Ну и непосредственно дальше уже будет проводиться работа с федеральными властями для выделения определенных средств для, соответственно. Ну вот как подается заявка, там, что нужно учесть при подаче заявки? Приказом министерства разработан вот этот порядок, доведен до муниципальных образований. То есть на сегодняшний день все муниципальные образования, значит, как данная работа должна будет проводиться. Хорошо, ну еще очень важный вопрос, да, подключение частного сектора к централизованным источникам теплоснабжения. Как вот в этом обстоят дела? Ну, на сегодняшний день данный вопрос является, наверное, архиважным, да, для населения. Напомню, что сейчас проходят как раз отчеты органов исполнительной власти о проделанной работе. И наряду с самыми важными вопросами, один из приоритетных вопросов как раз является подключение частного сектора. Ну, на сегодняшний день нужно сказать, да, уважаемые телезрители, что подключение частного сектора проводится в рамках действующего федерального законодательства и нормативно-правовых актов. То есть каждый гражданин имеет право на, значит, свое право в части подключения частного сектора, своего дома к централизованным источникам теплоснабжения. На то есть определенный порядок, по которому, соответственно, население может представить определенную заявку. Есть муниципальные образования, которые предусмотрели у себя в бюджете определенные средства на подключение микрорайонов, определенных там участков, так скажем, в населенных пунктах для подключения. Эту работу, ну, так скажем, повторюсь, может, в рабочем порядке ресурсоснабжающие организации будут проводить. Ну, это для понимания, это вот получается газ или все-таки вот центральное отопление? Ну, Как по Центральное возможности, да. отопление. Ну, смотрите, там, где есть газ, то, соответственно,
у людей есть выбор. То есть газ, Конечно. газ или централизованное теплоснабжение. Но, как практика показывает, люди в основном выбирают газ, потому что это комфортно в части индивидуальности, так скажем, отопления своего дома. Ну, а центральное отопление тоже достаточно удобно. Ну, по возможности, что есть поближе, то и подводят. Ну, Вячеслав Павлович, большое спасибо, что пришли, поделились успехами. И я думаю, что это все очень хорошо. И жители республики, кто что в этом году, ну, хорошие какие-то преференции дождется. Да, работа ЖКХ идет планово. Да, это радует. Большое спасибо, что пришли. И успехов вам на этой рабочей неделе. Да, в Покровске прошел первый улусный фестиваль под названием «Сайды Фест». Ну, то есть, получается, ну, скажем так, приближается уже восстание машин, и город, ну, и в Якутии, в принципе, в частности, да, к этой дате идут очень быстро. Максим заинтриговал. Давайте посмотрим. В Покровске на базе школы номер 3 состоялся первый улусный фестиваль, который назвали «Сайды Фест». Сайды – это развитие. Сей – это значит сказать, объявить. Организатором является Центр дополнительного образования детей. Раньше мы проводили эти соревнования под эгидой RoboFest. Есть такой фестиваль всероссийский. Мы проводили отборочные соревнования. А в этом году мы уже проводим по собственному регламенту. Мы взяли пока регламенты малокомпьютерной академии, которые проводятся в ВФУ. И в дальнейшем мы уже будем разрабатывать свои виды соревнований и будем уже расширяться. Надеемся, что этот технологический фестиваль будет расширяться с каждым годом. Ребята соревновались в первый день в IT-технологиях, во второй день в робототехнике. Сейчас я делаю соревнования, я должен сделать это. Сначала вот этот блок, потом мотор подсоединить сюда, потом вот остальная конструкция. Я сделал робота, и он должен был перетянуть его. А второй робот должен был поехаться и не упасть. И твой? А мой упал. Первый выиграл. И как ты думаешь, чего тебе не хватило для победы? Для победы? Немножко внимания. Двое из победителей награждены медалями общества «Корус» и приглашены в Южную Корею на стажировку. В век стремительного развития технологий мероприятия такого плана дают школьникам возможность не отставать друг от друга, учиться новому, развиваться. Арглана Ильина, Анатолий Сивцев. Друзья, но мы продолжаем наш эфир, и уже спешат другие WhatsApp-сообщения на наш номер. Давайте я зачитаю. Жителя поселка Чукурдах, уроженца Амгинского района, Портнягина Александра Степановича с юбилеем поздравляют. Александр Степанович – ветеран труда с 50-летним стажем, ветеран жилищно-коммунального хозяйства, мастер Алайховского филиала ГУП ЖКХ 10 февраля отмечает 70-летний юбилей. Так что, Александр Степанович, мы вас поздравляем. Александр Степанович 28 лет проживает в селе Оленегорск, работал председателем сельского совета, работал главой, а также работал в знаменитом совхозе Алайховский. Александр Степанович являлся комсомольским и профсоюзным лидером, награжден нагрудным знаком за заслуги перед юкагирским наследием. Пусть в этот день поистине прекрасный, печаль и грусть исчезнут навсегда. Желаем жизни радости и счастья, здоровья крепкого на долгие года. Жена, дети, внуки, родственники из города Якутска, села Амги, поселка Махсоголох и Алайхи. И мы тоже присоединяемся, Да, мы поздравляем тоже вас с присоединяемся. юбилеем. В те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, близ вод, сиявших в тишине, являлась муза мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась муза в ней, открыла пир молодых затей, воспела детские веселья и славу нашей старины и сердцу трепетные сны.
А еще вот такие родные строки. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутой негой взоры навстречу северной авроры, звездой севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, и ты печальная сидела. А нынче погляди в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит, прозрачный лес один чернеет, ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Ну что ж, можно вечно слушать, как рассказывает стихотворение Евгения. Что ж, почему мы начали читать стихотворение нашего великого русского поэта? Потому что 10 февраля отмечается как День памяти нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Именно 10 февраля в 1837 году его не стало. К сожалению, ему было всего лишь 37 лет, и он скончался от смертельного ранения, которое получил во время дуэли с Дантесом. Да, вот такая эта история, но она знакома нам Да. с самых школьных лет. Но мы продолжаем наш эфир. Да, У нас и- вернемся-ка мы к практическим моментам нашей жизни. Сейчас о бесплатной юридической помощи нам расскажет Людмила Дмитриевна Масина, заместитель начальника отдела правовой экспертизы и бесплатной юридической помощи МФЦ. Доброе утро, Доброе утро. Людмила. Добрым утром. Ну что ж, как у вас дела? Спасибо большое. У меня сегодня день рождения, кстати. О, да, Да. поздравляем вас! Поздравляем. Спасибо. Ну что ж, вы не зря сегодня пришли, заряжайтесь от нас хорошим настроением. Но все-таки давайте к нашим рабочим баранам вернемся, как говорится. Да? Что за бесплатная юридическая помощь МФЦ? Что за услуга такая? Значит, на базе центра «Мои документы» предоставляется целый спектр государственных и муниципальных услуг. Но что касается бесплатной юридической помощи, то эта услуга была внедрена именно на базе МФЦ с очень такими практически значимыми следствиями. Поскольку для того, чтобы был сохранен так называемый принцип доступности этой помощи, да, для тех категорий граждан, которые очень нуждаются в ней, у нас в республике было принято решение о том, чтобы эта помощь была реализована именно через сеть многофункционального центра. Мы предоставляем эту помощь с 2013 года. На сегодняшний день лично у юриста помощь можно получить в городе Якутске и в городе Мирингре. Но это совершенно не значит, что Если в я где-то в районах, другом населенном да, пункте в проживаю. районах нельзя ее получить. Любой, кто может, наделен правом на получение такой помощи, может обратиться в наши офисы по месту их нахождения. А кто может получить Да, такую кстати, у консультацию? кого есть такое право? Значит, граждане, которые наделены таким правом, четко прописаны действующим законодательством. Бесплатную юридическую помощь мы предоставляем в соответствии с 324 федеральным законом, это федеральный российский закон, да, и наш республиканский закон, который носит, в принципе, аналогичное название «Бесплатная юридическая помощь в Республике Саха-Якутия». Что касается категории граждан, то это в первую очередь граждане, у которых прожиточный минимум ниже, чем положено. Такие наши заявители должны будут предоставить справку с органов соцзащиты для того, чтобы подтвердить, да, свою принадлежность к этой категории граждан. Также это многодетные семьи, у которых 3 и более несовершеннолетних ребенка. Это коренные малочисленные народы Севера. И нужно отметить, что, например, арктическая группа районов, они позволяют этой группе населения доступ к бесплатной юридической помощи. Также это инвалиды 1, 2, 3 групп и дети-инвалиды. Совершеннолетние, извините? Да, Тоже. да. Дети-сироты и лица из числа детей-сирот, да, лиц, которые утратили родительское попечение, это несовершеннолетние. Если в их интересах обращаются, например, их законные представители, для того, чтобы защитить именно права ребенка. А также это несовершеннолетние, которые содержатся в учреждениях профилактики безнадзорности и правонарушений. Это герои Российской Федерации, герои социалистического труда, герои Советского Союза, герои, ветераны Великой Отечественной войны. В принципе,
все категории граждан у нас есть на нашем сайте. То есть прописано, можно Да, ознакомиться. да, можно ознакомиться. И там же указано о том, какие документы гражданин должен предоставить, для того, чтобы мы его приняли и помогли. Хорошо, большая категория граждан, обширный такой список. Да. А по каким вопросам консультируете? Граждане к нам обращаются по самому широкому спектру вопросов. То есть это и жилищные вопросы, и семейные вопросы, и вопросы, связанные с правом социального обеспечения. То есть то, что находится, как говорится, на земле. Да? Единственное исключение составляют вопросы, которые относятся к уголовному праву, в том числе процессуальному, и вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью. То есть вот по таким вопросам обращающихся граждан мы, к сожалению, обслужить не можем. А помощь идет в виде консультации или может еще как-нибудь? Ну, если посмотреть нашу статистику, то действительно консультации составляют львиную долю. То есть устные вот получается, да? Да, консультации мы предоставляем как в устном, так и в письменном виде. За письменными консультациями очень много обращаются, например, многодетных семей, которые желают узнать, какие льготы им положены, да, какие гарантии и прочее. Ну, сложно сосредоточиться, когда 3 ребенка орут. Да, действительно. Если у человека есть правовые основания, то мы можем составить ему исковое заявление и даже представить его интересы в суде. В городе Якутске это однозначно. У нас 85% положительно рассмотренных дел в пользу заявителей, да, наших граждан. А если это в республике происходит, в районах, то при наличии технической возможности можно через видеоконференц-связь, в принципе, тоже участие принять, но чаще мы представляем интересы уже в апелляционной инстанции. То есть человеку дается полный алгоритм действий в виде письменной консультации, да, то есть начиная от того, что вот в суде вы скажете так-то, если вам будут задавать вопросы, вы ответите так-то. И человек идет и, в принципе, самостоятельно принимает участие. Слушайте, у меня сразу такой вопрос. А сколько же юристов в вашем штате, если они с таким объемом клиентов потенциальных могут и справляются? Ну, опять-таки, исходя из статистических данных, с 2013 года нами обслужено более 35 тысяч граждан. Конечно, в масштабах республики и общего количества государственных муниципальных услуг эта цифра не такая большая, но если понять, что за каждой ситуацией стоит, в общем-то, человеческая судьба, то это очень большая статистика, да? И обслуживанием наших заявителей занимаются 8 юристов, которые целенаправленно занимаются предоставлением бесплатной юридической помощи. Ну, как я отметила, 1 юрисконсульт у нас работает в городе Нерюнгри, 7 в городе Якутске. Что ж, последний вопрос. Как и где, как можно обратиться к вам? В городе Якутске на личный прием можно подойти в наш головной офис на Амосова, 18. Также дистанционным способом, поскольку процесс предоставления бесплатной юридической помощи автоматизирован, можно обратиться в любой из офисов по режиму его работы. Кроме того, граждане могут нам позвонить. У нас есть телефон горячей линии 50 60 15 с кодом города Якутска, задать абсолютно любой правовой вопрос с понедельника по пятницу с 2 до 5. Также у нас на сайте есть ссылочка, например, если заходишь в юридическую помощь, то можно получить юридическую консультацию онлайн. Отлично. То есть все просто. Заходим на сайт и уточняем всю информацию там. Спасибо большое, что вы пришли. Спасибо вас еще раз с днем рождения. Спасибо Хорошего вам большое. дня. Что ж, а мы не заканчиваем, не переключайтесь. Друзья, вы смотрите программу «Новый день» на канале НВК «Саха». Да, с вами Евгения Горулева. И Максим Гоголев. Что ж, и у нас тут есть поздравления, давайте зачитаем. Здравствуйте, ведущие нового... Так, секунду. Здравствуйте, ведущие нового дня нашей дочери. Нашу дочь, сестру тети Титовой Нине Иннокентьевне, живет, которая в Устьянском Улусе, в поселке Хаир, работает учителем. Передает привет нового дня. Желаем всего хорошего, счастья. Тут, извините,
совсем нету точек и запятых. Как телеграммы. Да, привет, нового дня. Желаем всего хорошего, счастья, благополучия, здоровья. Самое главное, всего наилучшего. Анна Александрова, племянница Даяна, брат Егор Иннокентьевич Титовы. Из Якутска наши родители. А мать Галина Петровна, отец Иннокентий Егорович Титовы. Вот Село так. Тюнгулю. Титовы передали всем привет. Да, мы сделали это. Ну что ж, друзья, мы сейчас, наверное, перейдем на новостной блок. Здравствуйте, в прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Аэрофлот установил доплату пилотам за рейсы в Китай. Сделано это для повышения уровня мотивации членов экипажей на рейсах в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг из расчета 8300 рублей за выполненный рейс. Напомним, авиасообщение между Россией и Китаем было ограничено с 1 февраля из-за вспышки коронавируса. Регулярные рейсы выполняла только компания «Аэрофлот», остальные были закрыты. Минтранс страны разрешил авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы, чтобы вывести российских граждан из КНР. По данным ведомства, чартеры между двумя странами будут официально закрыты с 14 февраля. Между тем, власти Китая дали официальное название опасной инфекции – новая коронавирусная пневмония. Это название будет применяться во всех официальных сообщениях и сводках, публикуемых властями КНР. По мере изучения болезни и ее исследования, возможно, у нее появится новое наименование, отметили в Государственном комитете по здравоохранению Китая. На сегодня число умерших от коронавирусной пневмонии в КНР выросло до 811 человек. И к другим темам. Движением на ряде участков автоземников в Кобяйском и Намском районах Якутии закрыто. Ограничения действуют до 12 февраля в связи с ухудшением погодных условий и осложнившихся дорожных ситуаций из-за снегопада и метели на участках автоземников Сангар-Ситеба-Тамай-Булус и Сангар-Кальвица. Сейчас там работает спецтехника. На всех опасных участках автоземников размещены дорожные знаки. Ситуацию может усугубить тот факт, что по данным Якутского управления гидрометеослужбы сегодня в Кобяйском районе прогнозируют усиление ветра до 18-23 метров в секунду на юге и в Вилюйской группе районов до 13-18 метров в секунду, а также метели и снег. Реконструкцию аэропорта в Ленске оценивают в 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Вопрос о модернизации воздушной гавани был озвучен на ежегодном отчете правительства Якутии. По словам замминистра экономики региона Василия Десяткина, республика намерена включить объект в национальную программу развития Дальнего Востока. Сейчас идет разработка документа, который в окончательном виде будет принят как отдельная федеральная программа. К слову, в республике 16 аэропортов будут построены или реконструированы по нацпрограмме развития Дальнего Востока до 2024 года. «Хобби для всех» – это название студии, которая более 6 лет работает в Якутске и помогает людям развивать в себе коммуникативные навыки. Работа опытных преподавателей, проведение тренингов, обучение основам живописи, занятия с психологами – все это помогает людям преодолеть внутренние барьеры, раскрыть в себе новые грани и таланты и, самое главное, научиться выступать перед публикой и не бояться аудитории. Занимаются в студии люди разных возрастов и социального положения. Некоторые положительные результаты видны уже после первого занятия. Мы создаем такие условия, чтобы каждый студиец приходил, и, скажем, получал какое-то там удовлетворение, расслабление, да, от развития своих каких-то творческих возможностей. То первая часть в этой студии идут, скажем, профильные занятия по основам живописи. Далее у них пойдут психологические тренинги, вот они будут меняться постоянно. Да? Это первая часть. Вторая часть идет речевые тренинги. Впереди еще много важной и актуальной информации. Не переключайтесь, оставайтесь на канале. Ну что ж, спасибо нашим коллегам из информационной службы новостей. А мы далее переходим к нашим гостям. Да, действительно, сегодня мы поговорим о уникальной дарственной коллекции Улы Йоханссон. И сегодня об этом нам поведает Таиза Петровна Решетникова, заслуженная артистка Якутской АССР, основатель Музея музыки и фольклора народов Якутии, и Светлана Иннокентьевна Байтунова, заведующая научно-исследовательским центром Национальной библиотеки РСЯ. Доброе утро. Утро. Доброе утро. Волнительный момент, да? Очень даже, да.
Вы знаете, я познакомилась с Улой Йоханссон на конференции по шаманизму в Сеуле, в Южной Корее. И это было накануне того, как наш маленький музей, только что организованный в 1989 году, решили все-таки с помощью нашего научного совета, в 89-м мы организовались, но вот и в 91-м, значит, я поехала на конференцию в Сеул, чтобы пригласить вот тех ученых на нашу, в 92-м, которая случилась. И вот и мне вот якутская исследовательница, которая долго работала в Монголии, Элеонора Афанасьевна Новгородова, все знают ее отца, который всю жизнь работал в литературном, значит, институте в Москве, говорит мне: Аиза, познакомься, вот это Ула Йоханссон. Я думаю, как? Но она не была еще такой вот молодой, как на фотографии сейчас, она уже была в возрасте, но я знала, что была написана немецкой исследовательницей какой-то, значит, да, это книга об орнаменте, и вот я увидела ее впервые и была потрясена вообще ее живостью, и говорю ей: Ула, вы для нас живой классик. И вот она не приехала на конференцию, потому что она была уже заранее приглашена, весь график был расписан. Но вот в 2005 году мы уже издали ее вот эту книгу замечательную. И, значит, она приехала к нам в Якутск, и была такая встреча. Якутия приветствует Улу Йоханссон целая неделя. Там, значит, были и презентации, вот сейчас показывают ее книги, и, значит, встречи с этнографами, искусствоведами, с мастерицами народными. Мы ездили в Хангаласский улус. Она была так рада этому, потому что она боготворит совершенно Гаврила Васильевича Ксенофонтова, чьи книги переведены на все языки мира, по-моему, но во всяком Давайте случае он напомним всемирно. телезрителям, чем же знаменит вот этот ее труд? Почему мы так ее любим? Потому что такого исследования нет ни об одном народе. И вот если говорить очень подробно, то будет очень долго, но благодаря вот этому труду она доказала, что якуты, вот предки якутов, которые раскопки велись на Пазыревских курганах, это 500 лет до нашей эры, 5 век до нашей эры. И вот она доказала, что прямыми наследниками вот этих орнаментов Пазыревских курганов являются только якуты, потому что народы Алтая, которые жили вокруг этих Пазыревских курганов, они поменяли свою веру, они стали буддистами и поменяли орнаменты. И вот прямыми наследниками, то есть вот той культуры, которые торговали, значит, с Древней Индией, с Древним Китаем и Вавилоном, это были именно якуты. И вот когда она приехала к нам, то есть народ вообще... Наш народ этнограф воспрял, и вот все залы были полны народа. Вот, значит, и она была в таком восторге. Она посетила нас таким образом в 2005 году, потом было второе издание в 2008 году. И вот перед... Нет, сначала в 2008 году, а потом в 2012. И вот перед началом 2013 года она мне звонит и говорит: Аиса, я решила передать, вот мы с мужем решили передать нашу квартиру, вот одну из наших квартир, в дар немецкому фонду DAAD, Deutsche Akademischer Austauschdienst, с условием, чтобы они учредили стипендиум Улы Йоханссон, чтобы только молодые ученые из Якутии. До скольки лет? Да. Ну, это меня-то не касается, поэтому я не интересовалась. Чтобы они... То есть они учредили стипендию? Они учредили стипендию. И на все времена, она даже после моей смерти, она говорила, это будет работать. В размере? Да, 9 тысяч евро ежегодно. На них они могут жить полгода и плюс 2 месяца бесплатно учиться немецкому языку до стажировки. И с тех пор каждый год вот наши молодые исследователи имеют такую возможность. И теперь... Второй дар ее, когда она, значит, может быть, об этом подробнее потом расскажет. Вот. И вдруг она говорит: Аиса, я хочу давно, она, значит, говорит, хочу подарить свою библиотеку, как она говорит, музею
Я говорю, как музею? 4000 книг. Вы знаете, Ула, вы же были у нас, и я, значит, у нас нет ни здания, ни хранилища. И вот мы Да. с Светлана, расскажи, Светлана, я расскажите, пожалуйста, о Это значимости случилось в 2017 году, на 90-летие Улы Йоханссон. Давний друг Аиза Петровна, получается, решила организовать от лица республики подарок и попросила содействия у наших земляков, живущих в Германии, Марии Паулсон, ее мамы, значит, Гера Афанасьевны, передать вот этот подарок Уле. Побывав в квартире ученого, они были просто поражены мощностью библиотеки. И, значит, она передала с ними более 10 книг в дар республики. И именно вот этот факт, то, что ученый тревожится за будущее своей библиотеки и размышляет над тем, куда же передать ее, значит, Аиза Петровна связалась с ней и уже начались, и заручилась согласием Улы Йоханссон, которая посчитала, что вот этот шаг передачи ее коллекции в дар национальной библиотеки, то есть оно будет храниться здесь вечно, и каждый, значит, житель республики будет иметь возможность заниматься с ней, что этот шаг является гениальным. И начались долгие 2 года переговоров, связанные, сопряжены они тоже были с финансовыми трудностями, поездками, поездками исследовательскими. И, значит, в конце концов, вот на предыдущей неделе с пылу с жару 73 коробки с ящиками прибыли 4500 книг. Да, Драгоценности какие. да, прибыли к нам в Якутию. И получается, сегодня, 10 у нас 10 февраля будет презентация с 11 часов, да, в рамках юбилея Аизы Петровны. И мы приглашаем всех жителей, на просмотр выставки. Это тоже беспрецедентно, потому что впервые происходит в течение 2 недель в исторической библиотеке. Что ж, Айза, вы просто настоящий дипломат. Да, Ну, мы поздравляем дружба. вас с результатом вашей Результаты работы и с дружбы. вашим юбилеем. Светлана, я да. очень надеюсь, что сегодня многие успеют посмотреть презентацию. Ну и у нас еще есть 2 Ну и недели. надеемся, что это будет в открытом доступе. Конечно, и в электронном впоследствии. Ну что ж, большое Спасибо, вам что пришли. спасибо, хорошего вам дня и хорошего мероприятия сегодня. Спасибо вам за поддержку. Наши зрители, не переключайтесь. Что ж, доброе утро, наши телезрители. С вами передача «Новый день». Евгения Гурулева и Гоголев И Максим. Максим Гоголев, да. Да. Что ж, мы еще хотели бы зачитать еще одно сообщение. Здравствуйте, мои друзья, Женя Красотка и Максим. Удачи вам. Опять встретились, как будто неделя летит. Вы мои друзья, заряжаясь на неделю. Я же из Германии. Ну что ж, кто бы ты ни был, мы тоже твои друзья. Подпишитесь в следующий раз, чтобы мы знали, как вас зовут. Да. Так, ну что, далее давайте напомним, какая погода Да, какая ждет погода нас на ждет сегодня. нас сегодня. Итак, друзья, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем нас ожидает в центральных полусах минус 25, минус 26, в заречных минус 23, минус 29, в южной группе полусов минус 15, минус 20, в Вилюйской минус 12, минус 26, в Нижнеленских минус 23, в западных минус 3, минус 12 всего. В Калмыцких районах минус 20, минус 41, а в Янских минус 26, минус 30. На северо-западе минус 22, минус 30. В Якутске в 6 утра было минус 36 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. А ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. И днем ожидается буквально теплынь. Минус 24, минус 26, друзья. Что ж, дорогой соискатель, если ты ищешь работу, тебе будет очень интересно послушать, какие же вакансии подготовила биржа труда. Так, требуется повар 3-4 разряда, среднее специальное образование, аккуратность, честность, опыт работы от 3 лет, заработная плата 40 тысяч рублей. Требуется бухгалтер, высшее профессиональное, экономическое образование, бухгалтерский и налоговый учет, умение оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета финансовые, хозяйственные операции. Опыт работы от 1 года, заработная плата 40 тысяч рублей.
Водитель автомобиля, наличие водительской категории «Б», прием по итогам собеседования, заработная плата 28 тысяч рублей. Ну и в начале программы мы уже анонсировали, что собираем материалы по флешмобу, по исполнению песни «Катюша». Давайте посмотрим, у нас есть новое поступление, хорошего настроения. Друзья, участники клуба «Долголетие самородок» порадовали нас с самого утра. А если вы тоже хотите стать звездами утреннего эфира, собирайтесь группами от 10 человек, снимайте ваше видео, известную русскую песню «Катюша», и отправляйте к нам на почту, либо в Инстаграм. Увидите себя в прямом эфире. Так, и тема нашего последнего разговора – День зимних видов спорта. И у нас в гостях Владимир Хисамуддинов, директор Республиканского специального детско-юношеского спортивной школы по хоккею. Доброе утро. Доброе утро, Владимир. Ну что ж, расскажите, какие же на выходных прошли дни зимних видов спорта? Как прошло все? Да, ну, дни зимних видов спорта проходят 8 февраля в России. Мы проводили это декадой, но, к сожалению, чуть-чуть подпортила заболеваемость ОРВИ, в связи с чем нам пришлось отменить детские соревнования. Но в декаду у нас вошли как раз «Лед нашей надежды». Это конькобежные соревнования, которые мы провели 1 февраля. У нас было более 100 участников. И очередные соревнования по хоккею. Это чемпионат города Якутска, открытый чемпионат, в котором принимают участие городские команды и ближайших районов. И мы вот в течение недели, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье провели очередные игры в рамках как раз Дня зимних видов спорта. Ну а какие виды спорта вообще входят в так называемые зимние? Как они у нас в республике развиваются? Вы знаете, мне всегда казалось, что у нас слишком холодно, чтобы многими видами спорта заниматься на улице. Да, к сожалению, наш мороз не дает возможности заниматься на открытом воздухе. И даже лыжами нельзя, ну, когда слишком холодно заниматься. Да, только на вкатке в основном проходит. Это весна и осень у нас на лыжах. Ну и то же самое и хоккей. Хотя очень много мы хоккейных кортов построили в республике, и довольно-таки хороший такой прогресс, развитие идет в сельских районах. И у нас предстоит вот скоро проведение чемпионата республики, как раз в рамках зимней спартакиады. Большой интерес вызывает хоккей. Ну а как все-таки, где тренируются взрослые дети? Ну вот на сегодняшний день у нас очень активно сельские районы готовятся как раз к спартакиаде и арендуют лед у нас в городе где-то в ночное время, где-то в выходные дни, очень, ну тоже в основном позднее время приезжают. Это у нас Мегино-Кангаласские, Усялданские, Хангаласские команды, Намская команда приезжают и тренируются здесь у нас в Элейботре. Но все-таки, да, все же, как бы ни говорилось, зимние виды спорта, они становятся все популярнее и популярнее у нас. В связи с чем это связано, как вы думаете? Мне кажется, общая популяризация развития спорта ведет к тому, что и зимние виды в стороне не остаются, и доступность объектов появилась. Да, построили хорошую горнолыжку в Якутске, да, у нас в Тюхтюре. Очень много желающих кататься на горных лыжах сейчас. И у нас,
как говорится, нет пробоя. Там на массовом катании очень много. И, ну, азарт, конечно, хоккей, он само собой притягивает. Ну и альтернатива легкой атлетики – это шорт-трек, в которой сейчас очень много детей занимается. У нас уже появились свои перворазрядники, довольно-таки неплохие результаты на детях Азии показали, несмотря на то, что очень молодой вид спорта для Якутии. Ну, а вы для себя какой-то определенный вид спорта сейчас выделяете? Либо любите все и за все переживаете? Нет, ну, конечно, мы вот в Ледовом дворце у нас и вот в нашем филиале развиваем хоккей, шорт-трек, и также у нас фигуристы занимаются, Федерация фигурного катания на коньках, тоже как коммерческая организация, ну, довольно-таки много фигуристов. Мы вот на Новый год проводили театрализованное представление, и как раз, пользуясь возможностью пригласить наших телезрителей, мы такое же представление организуем на 9 мая. Оно будет благотворительным, бесплатный вход, но, наверное, поставим какой-то небольшой сбор. Да, небольшой сбор, ящичек поставим для сбора в Фонд Победы. Владимир Тагирович, мы знаем, что вы были тренером по хоккею. Да, я 20 лет проработал тренером. А вот со скольки лучше всего отдать ребенка на хоккей? Ну, вообще в России ранняя специализация сейчас идет, и с 4 лет уже активно занимаются дети. Это спортивно-оздоровительные группы, 3 раза в неделю проходят занятия. Это и в хоккее, и в фигурном катании. Это, ну, по всей стране такая ранняя специализация, поэтому и мы тут же в стороне не остаемся, и у нас 4-летки уже активно занимаются. То есть, если у ребенка есть интерес, он что-то по телевизору увидел, его заинтересовало, но даже если он ни разу на коньках не стоял, то можно отдать? Конечно. С нуля? Всегда попробовать можно, конечно. Ну и, конечно, это же просто отлично для здоровья ребенка, да? Да, да. Ну а какие результаты полярные волки у нас сейчас показывают? Ну, в принципе, результаты у нас немного упали в связи с большим отъездом хоккеистов юных наших. Да. То, что поменяли это тоже плюс клубы. Да, это плюс для развития, в общем, но результаты наши чуть-чуть скромнее стали. Ну, хотя вот малыши, которые у нас сейчас 1, 2, 3 класс, они довольно-таки неплохие результаты показывают. Вот на международном турнире буквально на Новый год в городе Старый Оскол заняли 3-е место из 8 команд. Да. В принципе, неплохо. Они у нас были в гостях, кстати. Да. Молодцы такие. Да. Молодцы ребята. Да. Вот. И вопрос такой, как будет проходить спартакиада по зимним видам спорта? В этом году спартакиада будет проходить чемпионатами республики и в зачет как раз спартакиады. Запланировано было Алдан и Нерингри традиционно, но в этом году чуть-чуть разделили в связи с, чтобы затрат было меньше у команд и у проводящей организации. Поэтому разделили хоккей и шорт-трек будет проходить в Якутске, в Алдане будут лыжные виды спорта проходить, и горнолыжка и сноуборд будет проходить в Нерингринском районе. То есть все-таки мы так территориально как бы раскидали, да, где потеплее, где возможно провести. Вот уже 26 февраля будет открытие спартакиады в городе Якутске. Место еще уточняется, пока, ну, скорее всего, будет Ледовый дворец Лейботур. И 26-27 уже начнутся соревнования по шорт-треку и по северному многоборью. Как развивается шорт-трек у нас? Шорт-трек развивается очень хорошо. Мы сейчас готовим своих специалистов. У нас уже наши студенты учатся в Коломне в специализированном училище по конькобежным видам спорта. 3 человек у нас там. В этом году вот 2 мальчика до этого уехали. И сейчас еще девочка Арина подключилась в этом сезоне. После 9 класса поступила. Ну вот они, кстати, все втроем приедут. 2 будут участвовать за город Якутск, а 1 спортсмен будет участвовать за Мегино-Кангаласский район. Ну а тренерский состав насколько силен, чтобы взрастить успешное поколение? Сейчас у нас работают 2 наших специалиста, они выучились здесь в Якутске, получили высшее образование и потом проходили стажировку в Китае. Сюда к нам китаец приезжал, тренер по шорт-треку. Ну, довольно-таки неплохие ребята, хорошо работают, детям нравится, и это главное. И, скорее всего, это будет последним из вопросов. Очень только животрепещущий, когда же к нам придет большой хоккей? Вот большой хоккей до Якутска пока еще не доехал, да, но уже вот домашние туры сборной нашей школы мы проводим в городе Нерингри. Это пока старшая группа, 17-летние спортсмены. И все домашние матчи мы проводили в Нерингри, в малой хоккейной арене «Шахтер», где принимали команды Амур, Хабаровск, Адмирал, Владивосток, с Сахалина 2 команды приезжало, Благовещенский, Форвард. Довольно-таки хорошо прошло, зрителей, было полный зал.
все довольны. Ну да, я просто вот присутствовал когда-то вот у меня была картина такая, болельщица за своего ребенка. Это просто какое-то изгнание дьявола какое-то было. Просто это, Да, по-моему, родители, самые наверное, преданные очень сильно болельщики, это переживают. болельщики хоккеистов. Ну да, родители очень сильно переживают, да, хотят большего от своих детей. Ну, и, в принципе, стимулируют этим самым, да. Да. Если будут дети без внимания, то Ну, это результатов не будет. Спасибо большое, что да, вы к нам большое пришли. спасибо, что порадовали нас результатами. Хочется пожелать и успехов, и дальнейшего развития Да, зимних видов ну что ж, спорта. занимайтесь зимними видами спорта, наши дорогие телезрители. И не переключайтесь, далее якутский блог.